Республика Башкортостан 214 километров северо-западнее от Уфы, Нефтекамск. Глава Башкортостана Ради Хабиров за 1,5 года с периода, когда он вернулся в республику и возглавил регион, был в этом сильном и красивом городе уже несколько раз. Результат одной из летних поездок оказался достаточно нерадостным. Тогда Ради Хабиров раскритиковал фонд капитального ремонта за некачественную работу в одном из подъездов в доме на улице Социалистической и заставил подрядную организацию все переделывать. И вот теперь, весной 2020 года, глава Башкортостана Ради Хабиров снова в Нефтекамске и встречается с жителями этого подъезда. Ради Париж, ноги отстали уже у меня. Ну, вот так вот. Пока не пойдем, я вот посмотрю. Ну, вот так вот получше. Да? Ой, ну что получше. Помните, как вы говорили, башку оторвать, руки тоже. Значит, нормально? Ну, Все получше, хорошо. да. А команда-то у вас какая? Это чудо. Это же наша команда. Ну, это наши тут. А двор-то у вас в каком положении? Двор чудо. Двор, чудо. Асфальт есть? Асфальт, Контактные площадки кругом, поработали. площадки, все сделали. Все. К нам ходят теперь только смотреть подъезд. Да вот мы везде хотим так сделать. Ай. Ну, если вы, например, вот все вот эти чистых... У меня справочка для вас. Готов. Пожалуйста, его прочтите. Ну, досуге. Хорошо, почитаю, спасибо. Прошу Ну все, то вас. есть здесь вот все. Ой, да вы что? А у вас там по этому, да, по ключику, да, заходит? Да, хорошо все. Очень красиво все делали. И все всегда говорят, а я говорю, а он только полгода работает. А вот еще так поработает сколько, тут не только все будет в шоколаде. Хорошо, спасибо. Там все тоже Я сказано. записал. Спасибо. Денис Борисович, здравствуйте. Мы дом на юбилейной 15 хотели бы вам сказать большое спасибо. У нас отремонтировали подъезд по республиканской программе. Мы заодно поставили новый домофон. Теперь у нас более-менее чисто и не так страшно, как раньше было. Еще раз спасибо хорошо. большое Вот, от наших молодых семей. Я уж просто хотел посмотреть. Ну, я знал, мне доложили, что навели порядок, но мы там неудачно начинали программу, хулиганили наши подрядчики, сейчас так не будет. И в этом году сколько Нефтекамск подъезд делать будет? 160 Ну, подъездов. 160 подъездов в этом году еще сделаем. Но к 2024 году в каждый подъезд многоквартирного дома мы придем и порядок наведем. Ну и во дворах вот будем наводить порядок. Поэтому там, где не успеваем, немножко потерпите, но это уже так сразу не бывает. Вот. Потом парк большой мы делаем, вы знаете, да, в Нефтекамске. Вот Ну, так. для жителей самое главное, большое. для нас значимо это подъезды. Подъезды, это действительно Когда важно, приходишь, да? как в родной дом, когда чисто, все светло. Вот здесь молодые семьи, в основном у они нас на материнский капитал приобретенные очень много семейки. детишек и Поэтому одиноких стариков, для которых была радость этот самый ремонт. Я говорю, мы же тоже учимся. Прошлый год он не самый удачный был. Но в этом году, я надеюсь, ну все и хорошо. жильцы сейчас все видят результаты и очень активно И мне участвуют. очень, да, В собраниях да, участвуют, да, они да. пишут заявления, просят, чтобы их включили. Это вот самое главное. Да, я самое главное, жители запретил неравнодушны. оплачивать работы, пока вот главное по Да. подъезду не поставит свою подпись. Поставил главное по подъезду подпись, все, тогда оплачиваем. Да. Раиса Борисовна, можно попросить? Вот у нас, я депутат 10-го округа, да, у нас в этом году, получается, ну в том году, в прошлом, 7 домов участвовали по ремонту подъездов, да, все отремонтировали за все это, огромное спасибо, все классно. Дома, которые ремонтировал нефтекамский подрядчик, который непосредственно есть фирма, да, они ремонтируются гораздо, намного лучше, и к ним есть больше выход, ну, подход к этим людям. И все-таки хотелось бы, чтобы вот в Нефтекамске дома ремонтировали наши нефтекамские подрядчики по возможности. Абсолютно согласен. Тем более это же эти деньги, ваше трудоустройство, занятость, налоги и так далее. Самое главное, чтобы были эти организации Есть они? в Нефтекамске. Ну, Они все, значит, есть, да, они у нас так и есть будут. хорошие организации. Да, У да. нас только вот полгода вот мы с ними это мучили, да, вот только когда Радмир Васильевич подключился, вот мы смогли с ним добить, и люди остались довольны. Мы Хорошо. смогли, сделали. Спасибо. Хорошо. Мусор-то убирает вас регулярно, нет? Сейчас начали вроде убирать. Вроде порядок. А сейчас и эти квитанции хоть не стали платить, а то до этого Комиссию 300 рублей комиссию брали. Сейчас перестали, все вроде наладилось, все хорошо стало сейчас. Население готово к раздельному сбору мусора, но у нас нет, не организовано.
у нас в городе не организовано Ну, именно это вот раздельный сбор. главе надо вот вам посоветоваться, вам принять решение. Вот, знаете, Октябрьский, ну, город Октябрьский, знаете, там они уже, знаете, на 5 шагов впереди. У них вот куда не идешь, у них обязательно большая клетка стоит, куда пластик сдают, прочее, прочее, прочее. Они уже это начали. Мы планируем вот начать со школ, вот установить, ну, то есть понемножку. Это такой большой цивилизация. Вот у вас кухня же есть, да? На кухне сколько внизу ведер стоит? Одно? Вы знаете, я отдельно собираю мусор. А куда сдаете? А смысла-то нет? Нет. Почему? У меня отдельно в коробке макулатура, именно бумага, отдельно картон я Хорошо, а складываю. потом куда сдаете? Контейнер Пока, выкидываем, да? нет, пока я никуда не сдаю. вот, Я отвозила в огороде и сжигала Вот здесь бумагу. вот, я не раз уже с этим сталкивался. Мы в начале этого пути, как говорится, что происходит? Мы даже иногда ставим, тут действительно пластик, тут бумага, там органика. Вывозят А на потом одну я машину. начинаю, а потом, значит, в одну машину собирают и в один полигон. Да, Понимаете? да. И Знаете, такое есть. В 80-х, 90-х годах была такая практика, организовывали, значит, пункты приема вторсырья. Да, да, да. И заинтересовывали население. Ну, в то я время, помню, конечно, книги мы да, получали. книги, текстиль был, еще какие-то. Ну, можно же эту программу тоже как-то рассмотреть. Это вот потребопобщества должны заниматься. Потребопобщества этим раньше занимались. Но пока, еще раз говорю, что вот тут надо активность проявить самому Нефтекамску, руководству Нефтекамска. Потихонечку начинайте. Мы никуда этого не денемся. Мы либо через какие-то там десятки лет погрязнем в нашем же мусоре, либо научимся ее сортировать и захоранивать только вот органику. Ладно, так жизнь нормально. Ну, вот проехал по городу. Нефтекамска поможем немножко. Парк неплохой вы сделали, да, в этом году? Светло. Нормально же сделали. И вот так потихонечку Лес очень хороший. Освещение какое лес, сейчас у нас. освещение, поэтому вот каждый раз потихонечку будем двигаться. Я вот честно скажу, вот за Нефтекамск я меньше всего переживаю. Есть гораздо хуже у нас территории, хотя и здесь тоже есть проблемы, и сложности есть. Ну, давайте все вместе их проживем и переживем. Но самое главное, мы по-честному будем работать. Ладно? Спасибо вам большое. До свидания. Всего доброго. Спасибо вам, что ездите, тревожите. Спасибо. Здоровья. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Райфрич, мы ожидали, что будет напряженнее встреча, честно. Да зачем мы? Разные встречи бывают. Но мы же уже... Попрощается бабушка. Легкоатлетический манеж, который будет отвечать всем требованиям проведения всероссийских первенств. 2 спортивных зала, беговой манеж, зал единоборств, футбольное поле с подогревом и зрительские трибуны. Это вполне реалистичная перспектива стадиона «Торпедо» в Нефтекамске. Но чтобы все завершить, нужны дополнительные средства. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. То есть, смотрите, здесь 3500 квадратных метров. Собственно, была старая трибуна, полностью снесли, на месте новой, даже выкорчевали весь фундамент, построили новый. Вы сдали еще? Новый Нет? Это вот это... Он строительная часть готова. Сейчас райд выйдет. Осталось только оборудование 15 миллионов докупить и дать на этом. То есть, Давайте рассказывайте, очень симпатично. Это что здесь? Это плитка. Я имею в виду, вот я даже... Сейчас пойдемте, я вам все покажу по маршруту. В общем, это холл. Здесь у нас дети слева заходят, раздеваются. Да, подтрибунное пространство. Здесь еще 3500 у нас посадок. В общем, вот здесь у нас зал. И вот разрешите коротко доложить по реконструкции в целом, как выглядит. Значит, на сегодняшний Это день... первую очередь Это в первую очередь, да. Мы вот здесь, вот здесь, да. Угу. Значит, в первую очередь 300 миллионов ориентировочно. На вторую очередь получено положительное заключение государственной экспертизы 305. И, соответственно, футбольное поле где-то 30 с покрытием для, для бега. 30 где-то. И мы хотели с вами посоветоваться вот по поводу этого зала непосредственно, где мы находимся. То есть вообще с Беляевым, с Агитовым общался. Есть предложение сделать у нас здесь с учетом вот спортивной нашей подготовки. Там лед есть, поле есть, легкоатлетический манеж, лес. Сделать здесь центр борьбы северный. Открыть школу, значит, филиал школы Олимпийского резерва. Вот, мы здесь можем проводить абсолютно любые, значит, мероприятия. Трибун нету, да? А если мы 2 мата поставим, здесь как раз будет место для трибуны. Если просто совмещать, получается, можно... А там вот нету, вот там, или что это? Вот там? Есть нишевая, но там... Рассматривают эту нишу. Ратмир Афилович уже как бы тоже мы идею подали, чтобы он был как бы зеркальный и на легкоатлетический манеж выгадался. То есть, если строительное понимание есть,
То есть вот это в будущем Да, хорошо, реализовать. конечно. Она будет и на легкоатлетический манеж смотреть, и сюда. Покажем дальше легкоатлетический манеж. А вот я хотел спросить, то есть, Марат, вот вы сейчас что сделали? Вот сейчас еще раз, вы вот это очередь, делали, да, это называется восточная. первая очередь, Да, да? первая очередь. А это вторая Это вторая. очередь. А А это третья. третья. Поле с беговым Все, дорожками. вы это завершаете. На этот проект экспертиза Есть. все Есть, есть. все есть. Деньги заложены в проекте? Нет пока. Нет, вот, то есть вот проблема вот сюда деньги закладывать. А сюда тоже ПСД экспертиза, да? То есть надо закладывать. Мы сами делаем. Общее 330 где-то, да? Да. А вы сможете эту часть уже открыть и пользоваться или нет? Пока вторую. конечно, Да, будет то есть, работать. То есть вот это отдельно от этого будет работать, уже по крайней мере. Ну, классно. Да, хорошо. В общем, у нас Какие секции здесь? легкоатлетический манеж. В первую очередь, у нас очень много легкоатлетов, и вот сейчас познакомил вас с одним из участников Олимпиады в том числе. И считай, есть лес, то есть здесь у нас как бы, ну, самый, во-первых, доступный вид спорта. И вот это покрытие позволяет проводить мероприятия абсолютно любого уровня. Международные. А это было вообще? Вообще оно было, но оно не такое было абсолютно. То есть другого уровня, без соответствующих манежей мы сделали. Это для прыжков, видимо, да? Да, для прыжков сделали, значит, повороты, виражи специальные. То есть это отдельная работа была, чтобы всех устраивало, чтобы спортсмены себя не травмировали. То есть это вот у нас такой самый, это вот вишенка на торте, Ради Фаридович, получается. То есть вот такой легкоатлетический манеж, лес, лед, футбол, это позволит здесь проводить сборы любого уровня. Абсолютно. То есть можно любых спортсменов сюда Гостиницы, приводить. по-моему, вот Гостиницы зовет, здесь, тут все рядом. То есть вот в республике сейчас вот наши спортсмены все же ездят, вся республика ездит в соседние республики, это Татарстан, бегать. То есть такого манежа в республике сейчас пока нет. То есть именно с виражами. Поэтому мы уже весь комплекс легкой атлетики зимнее время мы здесь все будем проводить. То есть тут жизнь будет кипеть однозначно. Востребованный объект. Это тренерский состав. Да, у нас Тренерский есть, просто они состав. чаялись все это время. Успехи очень, да, хорошие у нас. Назар Есть у Александрович, нас мастера спорта есть. Есть. У нас два олимпийских члена олимпийской сборной. Павел Кокин участвовал в Сиднее, мастер спорта международного класса по марафону. И Хузин Эльвир. А они сейчас здесь? Они здесь. Они в городе, в обед были. Остались то есть здесь в такие городе, тренера работают есть. тренерами и готовят подрастающее поколение. Ну они что говорят про это? Довольны? Довольны, потому что это покрытие мирового уровня. То есть вот это покрытие, это аналог МОНДО, сертифицирован Международной Федерацией Легкой Атлетики, ИАФ. И просто замечательно, просто здорово. Они довольны. Вот сейчас, к сожалению, были вынуждены выезжать за пределы республики. Конечно. Теперь только здесь. В целом, видите, Можно объект вопрос? готов. А зрители где? Ну, это же под трибуны пространство. Нет, здесь особо зрители-то вот. не, ну вот мы и говорим, мы продумаем вот этот вариант зрительным залом, зеркальный балкон сделать и на борцовский зал, и на легкоатлетический манеж. Тогда он у нас будет совсем хотя бы другого немножко, уровня. да, Да, то есть у нас все, мы, как бы, я говорю, на каждом шагу нас Ратмир Рафилович поддерживает, поэтому с его помощью мы все сделаем. Совет, ты меня топишь. Нет. Крути. У тебя по планам было как, когда закончить работу? Если будет финансировано, на следующий год все сдадим. Вопросов нет. То есть эту очередь мы построили, значит, ну, по сути, за 7 месяцев. То есть легкоатлетический манеж здесь Да, ты можешь... борьба, центр А борьбы. всевозможные здесь, понятно, тренерские комнаты, раздевалки, все здесь есть, да? Да, То есть да, да. практически это дворец спорта, Это да? дворец спорта. На следующем объекте Ради Хабиров встретился с игроками хоккейного клуба «Торос». В сезоне 2019-2020 годов эта команда вышла в плей-офф высшей хоккейной лиги. Добрый вечер. Как настроение? Боевой, как всегда. Главный тренер Мухаммед Сулейманов. Здравствуйте. Обслуживающий персонал, тренер по физподготовке, второй тренер, сервисмен, доктор, администратор. Команда. Вот вся команда, которая борется за жизнь республики. Борьба в плей-оффе тяжелая, мы боремся, хотим не подвести, пройти 1/8 финала. Удачи, ребят. Болеть за вас будем, конечно. Ради Фаридович, вот от команды хотим такую именную майку вам подарить. А тут видно, да, что Торос? Да, Торос, да. Да, то, что вы держите, это вам. Спасибо. Слушай, да. Я тоже начал тренироваться.
9 тренировок я взял, но вроде, говорят, научился стоять. Удачи, ребят. Спасибо. Вот наша основная площадка. Сколько здесь? 2000 зрителей. Народ ходит? Да, будет, да. 1300. 1300, да. 1300, да? Ната, а с Тароса ребята попали в Салат Юлаев, да? Да, Архач, у нас сейчас такая система, что вот в этом году впервые перемещение идет Талпар, Тарос. Мы растим. Ну, то есть вот фарм-клуб. Да, фарм-клубы растим. Раньше было они обособленно были, как бы старички, знаете, тут доигрывали. Сейчас мы вот молодежь, которая сегодня, кстати, все первое место заняла на Востоке, чтобы мужского добавить, мы сюда их направляем, и они уже приезжают уже в Салават. Уже такие набившие, такие, со взрослыми здесь они играют, другие команды очень взрослые. У нас одна из самых молодых команд теперь, трое игроков. А у вас начальная хоккейная лига тоже есть, да? Да, я тоже играю. Во сколько приходите? По-разному, 22 где-то бывает, вот бывает так, 21, да. Вообще здесь хозяйство на зависть рабочее. Ну, понятно, смотри, два льда рядом. Два льда там, да. У них вот гостиница рядом. Да, гостиница, если спорткомплекс, если будет, это вообще... Раньше речь, а можно общее фото с командой? Спасибо огромное. Рафич, можно вопрос? Вот то здание, где мы были, только что строящееся. Там, я понимаю, что не достроили пока еще? Там первую очередь сделали, и первую очередь завершили. То есть там уже часть объекта, ну, этот объект уже можно использовать. Ну, вот строители сказали, что когда оборудование пройдет, они торжественно откроют, и, соответственно, дети вот туда придут уже заниматься. А там есть еще вторая очередь, третья очередь. Под это надо вот, мы с главой завтра обсудим, у нас час главы тоже мы проведем, посмотрим, нам надо изыскивать средства, чтобы денег это пока в бюджете не заложено. Я таких залов легкоатлетических еще не видела в Башкортостане. Я, конечно, не все видела. Да, мне очень понравился, да. Один из лучших, по сути, вот как и говорят, залов. Он маленький, конечно. Конечно, у вас мечта, знаете, сделать легкоатлетический манеж, но это пока вот мечта. Мы уже большие нагрузки на бюджет несем, большие спортивные объекты делаем.